Вторая половина XVIII века. Время, когда шли войны, это не только крупные военные кампании, но и когда малые народы бились за свою свободу и независимость. Когда в почете были доблесть и удаль, а кинжал, сабля и конь были лучшими друзьями горцев. С тех времен до нас дошли не только легенды, но и некоторые предметы смелых и отважных воинов. В зале археологии Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова хранится один из артефактов из прошлого – кольчуга Хочбара Евлоева. Он был военачальником ингушского народа и принял эту эстафету у своего отца Даути Евлоева, который был уже в преклонном возрасте, и он уже говорил, что не может сидеть на коне, его нужно сажать туда, снимать оттуда. И потому старейшины выбрали именно Хочбара не потому, что он был сыном своего отца, а потому, что он был достоин, он был молод и очень подходил на эту роль. О том, в каких боях участвовал Хочбар Евлоев, точно неизвестно, так как подробности в течение долгого времени канули в лету. А своих летописцев у нас на тот момент не было. А дошедшие до нас легенды упускают из вида многие факты. Сегодня мы можем говорить лишь о немногочисленных сведениях. Нависала угроза, потому к Касиновскому ущелью двинулись наши отряды во главе с Евлоевым Хочбаром. Доподлинный факт, то, что на нем была именно эта кольчуга, которая пополнила фонд нашего музея в 2002 году, и она занимает одно из самых главных центров в зале археологии. Если сегодня от пули может защитить бронежилет, то несколько веков назад эту роль выполняла кольчуга. Делали ее из железа. Такие доспехи могли защитить от ударов меча, сабли или кинжала. Они были очень тяжелыми, и поэтому, чтобы носить их, воин должен был обладать достаточной силой. Взглянув на кольчугу Хочбара Евлоева, мы понимаем, что ее хозяин был физически сильным и выносливым, поскольку кроме кольчуги в обмундирование воина входили и другие доспехи. А если говорить про саму кольчугу, то она сделана из железа, около 20 тысяч сплетений. У нас в горной Ингушетии и в равнинной Ингушетии были мастера, которые в том числе и перенимали опыт у других народов. У нас через Ингушетию проходили торговые пути, и мы как бы и покупали у торговцев и пытались сделать что-то свое. И вот эта кольчуга является очень ярким примером. Она очень прочная, очень сложная в изготовлении. И нет сомнений в том, что ее сделали именно наши рукодельцы, и она принадлежала нашему земляку. На этом экспонате мы видим некоторые повреждения, свидетельствующие, что его обладатель получил их в ходе боя. Где-то отсутствует часть колец, а где-то и целые части брони. Если говорить про характеристику этой кольчуги, то она сделана из железа. Считается то, что там около 20 тысяч переплетений. Она, безусловно, попала к нам не в идеальном состоянии. Время, конечно, сделало свое. Есть какие-то проколости, есть и повреждения с боковой части. Если продолжать историю Евлоева Хочбара, то в том сражении погибли все люди. Если источником этой информации является антология ингушского фольклора, считается то, что после сражения он стоял гордо и говорил: есть кто-нибудь выживший с моей стороны, есть кто-нибудь выживший с чужой стороны. И когда он понял, что никого нет, он умер стоя. Кольчуга Хочбара Евлоева является не только ценным историческим экспонатом, дошедшим до наших дней, которая хранит в себе память о ее обладателе и целой эпохи, но и кроме того, она является символом духа, доблести и отваги всего народа.